Не слова самое главное, а твой образ жизни во Христе Иисусе. Нужно собраться и вместе с тобой побеждать. Не делай скоропостижных решений, потому что от этих решений будет зависеть, где ты окажешься в конечном итоге. Мы копируем, мы подражаем каким-то людям, не задаваясь вопросом: Бог, а что ты хочешь? Лучше остаться старой девой, чем выйти за непонятного чела замуж. Бог хочет, чтобы ты нашел свое место в этом теле. Так, сегодня мы с вами говорим об Исааке. Кто такой Исаак? Это сын Авраама, соответственно. Очень просто. И про него написано в послании Евреям 11 главе, что Исаак имел веру. И интересно, его вера заключалась в том, что он благословил будущее Иакова и Исава. А можете мне напомнить эту историю? Кто из вас помнит, как он благословил Иакова и Исава? Кто из вас помнит? Сначала Иакова благословил, а потом Исава благословил. Иакову он выдал благословение как первородному, хотя он таковым не являлся. А Исаву он сказал о том, что ты будешь всегда служить этому первородному. Благословение такое своеобразное. Когда я читал эту историю, я подумал, тут в принципе даже и не пахнет отцовским благословением, тут пахнет лукавством сына. Тут пахнет определенным каким-то подвохом. Но знаете, так как Библия говорит о том, что Исаак это сделал по вере, что верой он благословил этих двух парней, скорее всего, в книге «Бытие» какие-то вещи не дописаны, либо не раскрыты так, как это было на самом деле. Скорее всего, когда были сомнения у Исаака, когда он внюхивался, вщупывался, так как он был уже к тому моменту слепым человеком, и он спрашивал: ты ли это Исав, сын мой? И Иаков, хитрющий парень, он отвечал: да, это я, Исав. Он трогал его руки, шерсть козлиную на его руках, и он думал: да, мохнатый такой же, как мой старший сын Исав. Но голос странно звучит, как у Иакова. Знаете, у него были подозрения, когда он должен был благословить этих двух парней. У него было благословение, когда он выдавал главное благословение на первородного сына. Но я думаю, это подозрение, оно рассеялось очень быстро, когда он вспомнил эту историю, которая происходила в свое время между Иаковом и Исавом, когда Исав очень легко отказался от Божьих благословений, первородства, от того призвания, в котором он должен был двигаться, и как ревностно Иаков хотел двигаться в этом призвании, как ревностно Иаков хотел переживать Бога, призвавшего его отца и его деда. Итак, мы сегодня не будем даже затрагивать эту историю, мы поговорим опять-таки о некоторых фактах из жизни Исаака. Вам интересно? Вообще заходит такой формат проповеди, когда мы говорим о фактах определенных. Чему-то учитесь вообще? Слава Богу. Хорошо, я вижу ваши кивающие головы. Итак, у нас есть место Писания. Я даже не знаю, как назвать нам эту проповедь сегодня. Скорее всего, мы назовем ее «Опять жена». Или опять о жене. Но на самом деле, открывай нам, пожалуйста, следующее место Писания. Мы сейчас прочтем два длинных отрезка или два длинных отрывка из книги «Бытие». И я хотел бы, чтобы вы просто посмотрели на происходящее в двух разных жизненных историях у двух разных людей. В земле был голод. Не тот прежний голод, который был при Аврааме, 26 глава с 1 стиха. И Исаак пошел к Авимелеху, царю филистимлян. Подожди. Я уже где-то слышал это имя, Авимелех. Мы же в прошлый раз говорили про этого мужика. Но там в контексте Авраама был этот мужчина. Проходит как минимум 60 лет. Этот дядька жив. И с этим дядькой происходит дежавю. Вы сейчас прочтете, и вы поймете, что происходит. Господь явился Исааку и сказал: не иди в Египет, живи на той земле, где я скажу тебе жить. Поселись на той земле на время, и я буду с тобой и благословлю тебя, потому что я исполню клятву, которую дал твоему отцу Аврааму, и дам все эти земли тебе и твоим потомкам. Я сделаю твое потомство многочисленным, как звезды на небе, и дам им все эти земли. И через твое потомство получат благословение все народы на земле, потому что Авраам слушался меня и хранил мои повеления, заповеди, уставы и законы. И Исаак поселился в Гераре. Когда жители того места спросили у него о его жене, он сказал: подожди.
Мы же это читали, или об этом мы в прошлый раз говорили. Но о другом персонаже речь шла. Это моя сестра, потому что боялся сказать, это моя жена. Он думал, жители этого места могут убить меня из-за Ревекки, потому что она красива. Если мы просто поменяем имя с Ревекки на Сару, те же самые мысли в голове у совершенно другого человека. И Библия рассказывает, давай пролистнем, там о том, что он жил с Авимелехом, и разные вещи там происходили, они общались там со своей женой. Вдруг Авимелех призывает Исаака и говорит, слушай, верни меня обратно. Он говорит, слушай, это твоя жена. Авимелех уже, знаете, это был дядька, наученный опытом. Он просто выглянул однажды в окно, он посмотрел на их отношения, и он думает, я уже это видел, меня больше не проведешь. 60 лет прошло. Наверное, мужик об этом постоянно думал. Он думал, Господи, спасибо тебе за то, что меня однажды пронесло с женой Авраама. И тут он видит та же самая история. И он говорит, почему ты сказал, что она моя сестра? Исаак ему ответил, потому что я думал, что могу за нее поплатиться жизнью. Ребят, мы это уже слышали. Мы это уже слышали от его папаши. Авимелех сказал, что же ты сделал с нами? Один из мужчин мог лечь с своей женой, и ты навлек бы на нас вину. Авимелех приказал всему народу, всякий, кто тронет этого человека или его жену, непременно будет предан смерти. Давай мне другой отрезок. Другое место Писания, которое произошло как минимум на 60 лет раньше. Оттуда Авраам перебрался в область Негев и поселился между Кадешем и Шуром. Он жил пришельцем в Гераре и там сказал о своей жене Саре, она моя сестра. Авимелех, царь Герара, но он тогда был молодой, наивный. Он послал за Сарой и взял ее к себе. Бог явился к Авимелеху ночью. Во сне сказал ему, тебе грозит смерть за женщину, которую ты взял к себе. Она замужем, но Авимелех не прикасался к ней. И поэтому он сказал, владыка, неужели ты уничтожишь невинный народ? Ведь он мне сказал, она моя сестра. И она сказала, он мой брат. В этом деле совесть моя чиста, и руки мои невинны. Бог сказал ему во сне, да, я знаю, что совесть твоя чиста. Это я удержал тебя от греха против меня, поэтому и не позволил тебе прикоснуться к ней. Теперь верни жену мужу, потому что он пророк. Он помолится за тебя, и ты останешься жив. Но если ты не вернешь ее, знай, что тебе и твоим близким не избежать смерти. На другой день рано утром Авимелех собрал всех своих приближенных и рассказал им, что случилось. И они сильно испугались. Потом Авимелех позвал Авраама и сказал, что ты с нами сделал? Какое зло я тебе причинил, что ты навел такую тяжкую вину на меня и на мое царство. Ты поступил со мной так, как нельзя поступать. Авимелех спросил Авраама, что было у тебя на уме, когда ты сделал такое? Другими словами, ты вообще нормальный? Что ты творишь? Ты зачем нас всех подставил? Ты думаешь, что ты подставил свою жену, на самом деле перед Богом ты подставил всех нас. И мы вот были буквально на волоске от большой беды, в которую, слава Богу, Бог не позволил нам упасть. И дальше Авраам отвечает, я подумал, в этом месте, конечно же, нет страха Божьего, они убьют меня за мою жену. Кроме того, она действительно моя сестра, дочь моего отца, хотя и нет моей матери, она стала моей женой. Когда Бог отправил меня странствовать из дома моего отца, я сказал ей, окажи мне такую услугу. Ребят, две истории, которые произошли как минимум между этими историями, я примерно пытался представить, сколько лет прошло, как минимум 60 лет прошло. Две истории под копирку. Авраам делает пакость. Ну, я не знаю, даже себе пакостит, жене своей пакостит, Авимелеху пакостит. Исаак идет той же самой дорожкой. Что не так? Друзья, о чем это нам сегодня говорит? С одной стороны, да, мы и в комментах даже писали о том, что это говорит о том, что Авраам всего лишь человек, у него были слабости. И все было бы не так страшно, если наши слабости, которые мы не побеждаем, с которыми мы ничего не делаем, если наши человеческие слабости, они перерастают в образ жизни, и потом этот образ жизни, знаете, на кого влияет? На детей, на следующие поколения, которые придут после тебя. Скажи, на детей.
Это важно. Может быть, у тебя сегодня нет детей, но твой образ жизни во Христе Иисусе, он принесет отпечаток на тех людей, которые будут жить с тобой в твоем доме. И они будут поступать, мыслить и говорить точно так же, как говоришь ты сегодня. Поэтому сегодня, знаете, много есть людей, которые говорят так красиво, которые делают вид так красивый, а дома живут совершенно некрасиво. И потом они сами себе задают вопрос, а почему мои дети не хотят ходить на собрания? А почему мои дети вдруг курить начали? А почему мои дети вдруг матом ругаются? Я же всего лишь 5 раз жену свою там посылал куда-то матом. Неужели они запомнили за эти 5 раз эти злые слова? А потому что, знаете, вот здесь мы читаем 2 истории под копирку, потому что то, кто ты есть, именно твой образ жизни, твой образ мышления, твои отношения с Богом, не слова, а то, кто ты есть в своей жизни, ты передаешь это своим детям. Поэтому даже это должно нас подстегивать к тому, чтобы меняться, чтобы освобождаться от каких-то вещей, чтобы становиться другим человеком. Эти вещи, они должны нас подстегивать. Я смотрю иногда на некоторых отцов, и он там, например, с сигарой в зубах объясняет своим детям о том, как курить это плохо. Ты, конечно, красавчик, но твои дети чуть-чуть подрастут, начнут с электронных сигарет. Вот уж поверь мне. Некоторые люди, знаете, мы-то в церкви все себя идеально ведем. Но внутри нашей семьи мы ведем себя как деспоты, как люди, у которых какие-то двойные стандарты. Как люди, которые думают, что Бог не видит то, что я делаю вот здесь в семье. А дети смотрят. И они думают, раз мой папа себя так ведет, и это прокатывает, и это нормально, я буду точно так же себя вести. И потом мы думаем, почему какое-то поколение лицемеров выросло, почему какое-то поколение людей, которые ходят в церковь, но при этом живут какими-то двойными стандартами, выросло. Потому что они видели это внутри своих собственных семей. Вот он пример. Знаете, это очень печальный пример, но это как раз-таки должно подстегивать каждого из нас, думая о следующем поколении людей, которые идут за нами, думая о новом поколении людей, которое придет в нашу церковь, которая пойдет за нами в том числе. Мы сегодня как служители должны думать, что не просто слова, но мой образ жизни сегодня является свидетельством для следующего поколения. И я, мало того, что я живу, я смиряю свою душу перед Богом, потому что я хожу перед Ним, но это еще и важно для тех людей, которые идут следом за мной. И мои дети, и мои духовные дети, и Божьи последователи, на которых я сегодня влияю. Это каждому служителю важно понять. Если ты сегодня служишь другим людям, не слова самое главное, а твой образ жизни во Христе Иисусе, который ты сегодня ведешь. И это станет самым большим примером или самым большим, знаете, отталкивающим моментом каким-то в жизни этих людей. Можешь на это аминь сказать, согласиться с этим? Отцы, матери, дедушки, бабушки, знаете, может быть, вы думаете, что ваши внуки или ваши дети совсем маленькие, они ничего не понимают. Может быть, вы так думаете, но это те самые люди, которые с детства смотрят на вас, и они будут просто на уровне подсознания повторять ваши поступки, повторять ваши слова, повторять ваши отношения, которые вы имеете к людям. И потом ты смотришь на своего сына и думаешь, откуда такой расист вырос? Почему столько национализма у него? Потом ты смотришь на этого ребенка и думаешь, откуда жмот такой? Ты смотришь на этого ребенка и думаешь, что он такой злой? Почему он ругается такими странными словами? Далеко ходить не надо. Просто вот так отойди и на себя со стороны посмотри. Ну так сложно будет, зеркало поставь. Это так важно, понимать ответственность того, что не слова твои влияют сегодня на людей, а образ жизни, который ты ведешь. Не наставления, не назидания твои бесконечные, которые ты выдаешь этим людям, а то, как ты сам поступаешь в каких-то критических ситуациях, в каких-то сложных, непонятных ситуациях. Что ты делаешь? Либо опускаешь руки, либо свою жену подставляешь под какие-то ситуации, либо говоришь, Господь, пришел момент, когда нужно собраться и вместе с тобой побеждать. Аллилуйя. Давайте дальше про Исаака. У нас там есть следующие места Писания. Бытие 24 глава. И это вот
вот интересное место Писания, хочу, чтобы ты очень внимательно его прочитал. Когда я читал это место Писания, я думаю, Боже, Авраам и Исаак, такое впечатление, будто бы эти два парня были на наших собраниях и подслушали некоторые вещи важные, которые мы говорим на молодежках постоянно. Вы сейчас поймете, к чему я. Авраам был уже стар в преклонных годах, и Господь благословил его во всем. Авраам сказал старшему слуге в своем доме, который распоряжался всем, что у него было: положи руку мне под бедро и поклянись мне Господом. Я не знаю, что это был за знак, но это важно, видимо. Поклянись мне Господом, Бога неба и Богом земли, что ты не возьмешь моему сыну жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь ко мне на родину, к моей родне, и там возьмешь жену для моего сына Исаака. Почему здесь подчеркнуто? Молодые люди, вы должны понимать. Потому что в нашей жизни есть 4 сферы. Есть 4 сферы. Сегодня мы это запишем. 4 сферы, в которых тебе нужно от Бога получить слово и поступить строго по этому слову, которое ты получишь с небес. Первое. Кто будет твоя жена? У-ху-ху-ху! От этого зависит, куда ты придешь и придешь ли ты вообще куда-то. Первое, кто будет твоя жена, и это так важно. Поэтому Авраам говорит: поклянись мне, что ты не будешь брать нечестивых жен для Исаака, что ты не пойдешь сегодня к хитиянам, каким-то язычникам, которые не знают Бога и не служат Богу, но ты пойдешь к людям, знающим Бога, и возьмешь от них женщину, которая любит Бога, служит Богу, ценит Бога, и вместе с моим сыном Исааком будет идти это поприще за Богом. Сестры, братья, у которых нет второй половины, не торопись делать какие-то решения, выходить замуж, жениться за человека непонятного. Пока ты не убедишься, что этот человек с неба для тебя пришел, что этот человек живет небом, что у этого человека небесные ценности, пока ты не убедишься, что сам Бог для тебя приготовил этого человека как жену или как мужа, не делай скоропостижных решений. Потому что от этих решений будет зависеть, где ты окажешься в конечном итоге. Да, конечно, может быть, ты спасения не потеряешь от странной жены, но не придешь никогда туда, куда ты должен был изначально прийти. Можете аминь сказать на это? То же самое касается и мужей. То же самое касается. Знаете, когда мы задаемся правильными вопросами, один из самых главных и правильных вопросов: моя вторая половина, за это стоит поститься, за это стоит молиться, за это стоит взывать к небесам, к этому стоит относиться очень внимательно, и об этом не стоит торопиться. Потому что, знаете, вот я молодой человек, например, я одно сделал предложение, второе сделал предложение, одна отказала, вторая отказала, а потом уже это как рыбалка. Кто ответит? И ты уже налево, направо всем предлагаешь. Остановись. Сестра, я понимаю, может быть, у тебя время поджимает, тебе уже не 20 лет, и тебе надо быстрее делать какое-то решение, чтобы старой девой не остаться. Лучше остаться старой девой. Лучше остаться старой девой, чем выйти за непонятного чела замуж. Итак, первое, самый главный вопрос в твоей жизни: кто будет второй половиной в твоей жизни? Кто человек, которого призвал Господь для тебя? Хочу расстроить некоторых. Для тебя Бог не призвал вторую половину. Поэтому расслабься, выдохни и наслаждайся жизнью. Ты и Бог. Ты и Бог. Я понимаю, что вокруг все имеют жен, вокруг все имеют мужей, красавчиков, но у тебя свой путь. Не переживай вообще за это. Не переживай, выдохни, скажи: аллилуйя, Господь. Я буду, как в послании к Коринфянам написано, угождать Богу своему, потому что замужняя заботится о том, как мужу угодить, а я буду заботиться, как моему Христу угодить. Но это, может быть, даже не про наше собрание, про каких-то людей там в Ютубе, да? У нас-то все свои вторые половины от Бога получат. Вторая вещь. Да. Первое, с женой. Второе, дальше перелистни, пожалуйста, следующий стих.
Слуга спросил его, а что, если та женщина не захочет идти со мной сюда, в эту землю? Что мне тогда делать? Возвратить твоего сына в ту страну, откуда ты пришел? А помните страну, из которой он пришел? Ур-Халдейский. Помните, мы говорили о местах цивилизации, о прогрессивных местах, где сегодня прогрессивные церкви. Помните, мы говорили с вами об этом? И он спрашивает его, вдруг ничего не получится, вдруг эта женщина или эти женщины из дома верующих не ответят на твой призыв. Что делать? Исаака тогда обратно в Ур-Халдейский. Смотрите, что он говорит. Авраам, ни в коем случае не возвращай туда моего сына. Ну, вообще ни под каким предлогом. Будут давать тебе $1 000 000, не ходи туда. Будут предлагать тебе новый Range Rover, не ходи туда. Будут тебе какие-то горы рисовать, просто золотые горы, не ходи туда. Он говорит, ни в каком или ни в коем случае не возвращай туда моего сына. Дальше. Господь Бог неба, который вывел меня из дома отца и из моей родной земли, который говорил со мной, поклялся мне, сказав, я отдам эту землю твоему семени, он пошлет своего ангела перед тобой, чтобы ты смог взять оттуда жену для моего сына. Если женщина не захочет идти с тобой, то ты будешь свободен от этой клятвы, но не возвращай туда моего сына. Второй вопрос. Где ты будешь жить? И это тот самый вопрос, который тебе надо решить с Богом. Друзья, поймите меня правильно, я не против Америки, я не против Европы, я не против иммиграции. Потому что есть огромное количество людей, которым надо уехать с одного места и поехать в другое место. Мы читаем, что, например, первая церковь постоянно находилась в движении, но они были ведомы или водимы Духом Божьим. Они не от нужды бежали, они не от страхов бежали, они шли туда, куда их Бог побуждал пойти. Они шли туда, где они должны были на тот момент находиться. Если ты имеешь четкое убеждение, ты постился, молился, искал лицо Божие, и Бог тебе сказал, езжай в какую-то там западную страну, живи в каком-то там великом городе, Нью-Йорке, к примеру. Езжай, я посылаю тебя, делай это с радостью. Но только, если Бог тебя туда посылает. Скажи со мной, только если Бог. Нет другого пути. Когда ты думаешь о вопросах, связанных с твоим будущим, важный вопрос, кто будет вторая половина твоя? И важный второй вопрос, где ты будешь жить, куда Бог тебя сегодня посылает. Аминь. Вы пишете? Вы... Вот сюда надо записывать, видео нам пишет. Вот здесь пусть пишется. Первый вопрос, кто моя жена? Второй вопрос, где я буду жить? Третий вопрос, давай нам другое место Писания. Исаак засеял поля в той земле и в тот же год собрал урожай 100-кратно. И Господь благословил его. Он разбогател, и состояние его все росло, пока он не стал очень богатым. Это Бытие 26 глава. Но давай, если мы почитаем всю эту главу дальше, не только 14 стих, но начиная с 17 стиха по 33 стих, мы увидим фактически профессиональную деятельность, которой занимался Исаак. Он копал колодцы. Куда бы он ни приходил, он везде копал колодцы. Он был профессионал по копке колодцев. Такой сантехник. Человек, который обеспечивал себя, свои стада и своих людей водой. Он приходил, и Бог ему говорил, копай здесь. Он звал ребят с лопатами и говорил, копайте здесь. Когда они копали, а вы же представляете, это место пустынное, это пустыня. Он создавал оазисы благодаря божественному откровению, чем ему заниматься. Друзья, третий вопрос. Скажи со мной третий. Чем ты будешь по жизни заниматься? Если Исааку Бог четко дал понимание, чем ему заниматься по жизни, его отец четко знал, чем ему заниматься по жизни, их внуки, они точно знали, чем им заниматься по жизни, потому что с ними был Бог, то тем более в Новом Завете Бог тебе и мне обязательно скажет, чем мне профессионально заниматься. Мы же такие интересные люди, мы, как их называют, которые копируют? Подражатели. Мы подражатели. Вот, например, мы приходим на собрание, а тут у нас, например, в основном в собрании все ребята заняты таксизмом. И ты таксизмом. И ты думаешь, ты как бы молишься и говоришь, Господь, но чем мне заняться? А вокруг тебя таксисты одни. Таксисты, да, таксизмом.
И ты смотришь на людей, которые тебя окружают, и ты даже не озаботился тем, чтобы искать свое призвание, свое предназначение. Ты даже не озаботился тем, чтобы подумать, а к чему у тебя душа лежит. Все таксисты, и я буду таксистом. Например, ты пришел в церковь, а там все ребята заняты биржей. Сейчас модные, да, всякие есть вещи, там люди на биржах деньги зарабатывают. Правда, еще ни одного не видел разбогатевшего на этом. Но это второй вопрос, да, согласитесь. Это второй вопрос, кто-то мне говорит, зарабатывают. Где-то есть такие люди. Допустим, наша церковь, все на бирже висят, деньги на бирже зарабатывают, и ты такой тоже, я буду биржевым маклером. Или вот это внутри нас живет подражательство. Мы копируем, мы подражаем каким-то людям, не задаваясь вопросом, Бог, а что ты хочешь? Чем я должен заниматься? Не подражая никому, какие мои таланты и в чем я могу их развивать. Бог дал ему идею копать колодцы. И он был супербогатый человек. Помимо этого, он от отца, от своего наследия получил в виде стадов, стадей. Стадей, today I have стадей. Это для Дани, привет, и для Айгули, американцев наших. Ребят, у нас у всех творческий разум. Кому-то Бог одно вкладывает в сердце, кому-то другое. Кто-то должен одним заниматься, кто-то другим. Кто-то врач, кто-то геолог. Кто-то таксист, кто-то археолог. Кто-то историк, а кто-то вообще к наукам отношения не имеет. Просто паяет водопровод. Но ты самый лучший паяльщик водопровода. Ты самый лучший таксист, если надо, если необходимо. Ты самый лучший археолог. Ты самый лучший, к примеру, стоматолог и т.д. и т.п. Потому что тут надо, мне кажется, остановиться на перечислении. Друзья, Бог тебе дал какую-то идею, на чем ты можешь зарабатывать. Становись лучшим. Становись лучшим. Вот у нас есть, к примеру, люди, которые заняты строительством. Будь лучшим в своей сфере. Люди, занятые торговлей, будьте лучшими в своей сфере. Люди, занятые производством, например, вы в легкой промышленности, будьте лучшими в своей сфере. Если вы баристы, будьте лучшими, чтобы весь город к вам стекался и говорил, я к этой девочке пойду, потому что у нее самый лучший кофе. И она варит такой кофе. С такими сердечками капучино варит, еще имя может даже написать молочком, что это просто меня так цепляет, и я готов 2 цены заплатить за это. Друзья, третий вопрос, чем ты будешь заниматься, и если ты хотя бы чуть-чуть увидел, что Бог от тебя желает, какие Бог тебе таланты вложил, стань в этой сфере лучшим. Скажи, я буду лучшим. Вместе с Богом. Потому что мы можем это вместе с Богом осуществить. 3 вопроса, на которые нам надо у Бога получить ответ. Кто будет моя жена? Где мы будем вместе с ней жить? И может быть, сначала мы живем в одном месте, потом едем в другое место, потом в 3-е, в 10-е, в 15-е. Кто-то сегодня призван, к примеру, как мы с Алиной, быть миссионерами. То в одном городе, то в другом городе, то в 3-м городе. Кто-то призван в одном городе родиться, в одном городе служить, и в одном городе умереть, и в одном городе лежать со своими предками, там на горах, чернорыкских. Слышите, друзья? Первый вопрос, кто моя жена, где я живу. 3-й вопрос, профессиональная деятельность. Но так как они не ходили, в то время церкви не было, они не знали о том, что потом когда-то в Новом Завете появится церковь, то 4-й вопрос для всех людей, которые являются сегодня новозаветными верующими, каково твое место в теле Христа? Потому что послание к Коринфянам говорит очень простые слова, что все мы сегодня очень важный орган внутри тела Христа. И знаете, не где-то там, не в общем теле Христа, который существует по всему миру, а в поместной церкви. Здесь вот семья собралась, вот мы все вместе собрались, у нас есть какое-то собрание, есть служение, есть разные сферы деятельности. Бог хочет, чтобы ты нашел свое место в этом теле. Кто-то занимается детским, кто-то занимается медиа, кто-то встречает людей, кто-то занимается новообращенными. Все мы вместе при этом проповедуем этому миру. Но важно, когда ты думаешь о своей церкви, важно, чтобы ты молился и говорил: Бог, где и в чем ты хочешь меня
использовать. Спасибо Исааку, спасибо Аврааму, спасибо этим мужам веры. Сегодня они нам помогли поговорить об этих 4 важных вещах. По поводу жен это одно, но по поводу 4 важных вопросов в твоей жизни это второе. И это так же важно, как важно относиться правильно к своей жене. Аминь.